в это воскресенье, ну то есть уже завтра, может полностью изменить политическую и экономическую карту Европы. Это событие настолько напугало всю европейскую политическую элиту и всполошило мировые СМИ, что всю неделю ведущие издания пестрели такими вот паническими заголовками. Это приведет к смерти евро, пугал читателей американский экономический журнал Forbes. А по мнению репортеров телеканала CNBC, 4 декабря 2016 может окончательно разделить единую Европу. И все эти тревожные сообщения были о событии, которому поначалу никто не придавал судьбоносного, ну, по крайней мере, для всего мира значения. Речь идет о референдуме, на котором уже завтра жители Италии должны будут, не особо вдаваясь в детали и подробности, одобрить конституционную реформу. Реформу, которая должна упростить сложную систему принятия законов и сделать страну более управляемой. Причем более управляемой не столько из Рима, сколько из Брюсселя, для которого относительная независимость итальянских политиков уже давно как кость в горле. Но, судя по опросу одной из ведущих итальянских газет «Корьера делла Сера», вслед за шокирующими результатами Брексит в Британии, неожиданной победой Трампа в США, теперь и в Италии явно все пойдет не так. Так, как этого хочется еврочиновникам, готовы проголосовать только 45% итальянцев. Остальные же 55% собираются сказать на референдуме «но», то есть «нет». И многие аналитики сходятся во мнении, что для единой Европы завтрашний референдум в Италии станет следующим после Брексит звеном в цепочке событий, которые и спровоцирует эффект домино для всего Евросоюза. Наш репортер Николай Дубинин всю эту неделю встречался с итальянскими политиками и общался с самыми обычными людьми, чтобы понять, какой выбор Италия сделает уже завтра. А главное, как этот выбор повлияет на будущее Европы и всего мира. Италия сегодня будто проснувшийся Везувий. Непрерывные дебаты, массовые демонстрации и постоянные споры. Вот накануне референдума общий язык не могут найти две жительницы Турина. Библиотекарь Эльга и учительница Мара никак не решат, кто виноват и что делать. Этот кризис пришел из-за евро. Все цены подскочили вдвое, а моя зарплата как будто и не изменилась. Нет, не думаю, что виновата евро. Скорее, это премьер-министр и его экономическая политика. Послушай, мы должны бороться за наши зарплаты. Пусть их удвоят. Но никто ничего удваивать просто так не собирается. Действующее правительство предложило итальянцам вроде бы понятный выбор. Хотите изменить страну к лучшему, проголосуйте «да» за изменение Конституции. Но почему тогда по последним опросам 54% граждан Италии собирается сказать твердое «нет»? Региональное отделение одной из самых популярных нынче оппозиционных партий «5 звезд». К ежедневным выступлениям премьер-министр Ренци поддержать реформу тут относится, мягко говоря, неуважительно. Да вы на его лицо посмотрите, ну? Нет. Но. Дэвид Парелло с гордостью показывает свои схемы управления столичным регионом, а предлагаемый правительством референдум сейчас здесь называют лукавыми попытками вернуть Италию чуть ли не во времена диктатуры Муссолини. Ренци фигура рекомендованная и одобренная Евросоюзом, а значит, на Евросоюз работающий. Он хочет больше такой власти и как можно дольше у нее оставаться. Это не есть демократия. Так что же такого должно поменяться, если итальянцы скажут «да»? О, вот здесь призывают голосовать «да». Оказалось, это национальный штаб, но русским журналистам здесь почему-то были не слишком рады. Нет, внутри снимать нельзя. Молодой человек представляется Руди Кальва. Он здесь главный за агитацию и идею, что в Италии слишком много решают регионы, а должен быть единый порядок, а лучше самый настоящий ордунг, как в Германии. Вот, смотрите, дальнобойщику нужно доставить товар через всю Италию с юга на север, и он должен получить разрешение у каждого региона. Не проще ли, чтобы все было в одних руках у правительства? Так и будет, если люди проголосуют «за». Но нет ли в этом попытки все подчинить не только Риму, но и политикам из Брюсселя? По этому поводу интервью с замминистром юстиции Италии в его же кабинете. И подготовка к нему началась с любопытных деталей. Все-таки итальянский флаг должен стоять рядом с флагом Евросоюза. Нет, итальянский флаг ближе к замминистру. Да, вот так.
И расстановкой флагов, и всем своим видом сеньор Коссимо Ферри показывает: у нас на первом месте Италия, а уж потом Евросоюз. Если реформа пройдет, всем станет проще. Мы сократим число сенаторов от регионов, все станет прозрачнее, и госаппарат станет дешевле содержать. Мы сможем наладить дела в банковской системе. Но как раз многие в этом и видят подвох, запугивание итальянцев. Мол, если не одобрите конституционную реформу, получите банковский коллапс. Напротив знаменитого римского Пантеона находится старейший банк не только в Италии, но и в мире, основан еще в 1472 году. Но сегодня положение просто удручающее. Просроченных кредитов у банка на 47 миллиардов евро. Сумма, превышающая ВВП некоторых стран Евросоюза, Эстонии или Латвии. Проблемные банки, конечно, худо-бедно поддерживает Европейский Центробанк. Так может и правда лучше сказать «да» и не вгонять страну в кризис? Но здание парламента считает по-другому. Местные пенсионеры призывают голосовать «нет». Этот из Бари, другой из Рима, третий из Неаполя. Познакомились только что. Легко сошлись во мнении. С ними бесполезно разговаривать. Там в кабинетах сидят одни куски дерьма. Дальше идет совсем нецензурная игра слов с использованием местных диалектов. Но к конструктивному диалогу призывает 79-летний Джан Паоло Сегретти. В прошлом, кстати, предприниматель. Банки решают проблемы за счет нас. Зарплаты упали, пенсии невысокие. При этом мы, пенсионеры, вынуждены оплачивать многие медицинские услуги. Нынешняя власть, их система — это какой-то криминал. Слышите? Криминал! В ответ на подобное обвинение премьер Ренци решил идти ва-банк, заявив, что если голосование «за» провалится, он уйдет в отставку. Он уже бывший премьер-министр, поверьте. Один из главных оппозиционеров Италии, Маттео Сальвини, охотно набивает себе цену. То расхаживает в майке Путина на груди, то откровенно мочит премьера на десятки телекамер. Сторонникам нет, он обещает наладить отношения с Россией чуть ли не полную независимость от Евросоюза. Из-за этой войны санкций итальянские производители потеряли около 5 миллиардов. Но смотрите, все идет к скорейшему сближению. Трамп победил в Америке, в Австрии победит Ховер, здесь победим мы, а значит победит Италия, а не Европейский Союз. Поддерживает ли откровенный шантаж правительства, которое готово умыть руки и вергнуть страну в экономические и политические кризисы, или повернуться к откровенным популистам, также жаждущих власти? Выбор у итальянцев воистину непростой. Все они одни и те же политиканы. Этот кризис перевернул мою жизнь. Мы с дочкой вынуждены ютиться в маленьком доме. Я не понимаю, уволят меня с работы или нет. Но выбор даже в такой сложной ситуации придется делать. И после него 4 декабря Италия, а может быть и вся Европа, прежними уже не будут. Николай Дубинин, Денис Аникин и Юрий Рябаконь. Центральное телевидение. Интрига с итальянским референдумом, результат которого, я напомню, может стать для Европы таким же потрясением, как Брексит, разрешится уже завтра.